Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Северная Осетия представила свои проекты на форуме СМИ Северного Кавказа. Разработками заинтересовались федеральные чиновники и высказались за их развитие. В Дигорском ущелье на базе отдыха «Порог неба» сгорел целый корпус, пострадавших нет. Во Владикавказе открыли новую улицу. Ее назвали в честь остинского поэта Гриша Плиева. Трасса позволит разгрузить город от плотного автомобильного движения. Эти и другие темы далее подробно. На базе отдыха «Порог неба» сгорел корпус. Он находится в Дигорском ущелье Северной Осетии. Огнем были охвачены 30 номеров из 175. Пострадавших нет. По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания проводки. Как сообщил владелец туристической базы Ростислав Хортиев, здание было старое, где сдавались самые дешевые номера. Принято решение закрыть его, чтобы сгоревший корпус не портил вид базы. Сейчас «Порог неба» работает в прежнем режиме и готов принимать отдыхающих. Говорит и показывает Северный Кавказ. Доказательство этому – второй форум СМИ, который прошел в Пятигорске. В этом году объединены сразу несколько значимых событий для медиасреды. Кавказская интернет-премия «Прометей-2014» открыла работу форума. Идея отметить активных журналистов на просторах сети интернет появилась 4 года назад. В этот раз номинаций еще больше. Звание «Лучший культурно-просветительский проект Северного Кавказа», портал остинской поэзии «Амзавга» и портал «Алании. 44-я долгота». На этом проект «44-я долгота» не собирается останавливаться. У нас еще очень много интересных проектов, о которых я сейчас не буду рассказывать, но вы обязательно об этом узнаете в следующих премиях, которые мы получим, надеюсь. Лучший государственный портал у Дагестана. Также эта республика отличилась в номинации «Открытый министр». Им признан Азнаур Аджиев. Премия «Дебют года в сети интернет» у регионального телевидения «Осетия ТВ». Команда из молодых журналистов в течение года работали над развитием своего контента. Я это везде здесь говорю очень многим людям, что Осетия ТВ на территории СКФО прям ворвалась таким хорошим шлейфом именно и включилась во все процессы информационных движений. Год назад уже отмечал продвинутость, если простым языком, стенда Осетия ТВ. Мы там выходили, даже прямой эфир и была трансляция. Но в этом году они еще раз нас поразили, вы нас поразили еще раз, молодцы. Классный стенд, замечательные технологии. Мы, наверное, даже подумаем, может быть, в своей работе будем использовать ваш опыт. Молодцы. В рамках форума прошли мастер-классы от ведущих российских журналистов, круглые столы и презентации региональных медийных проектов. Также обсудили особенности формирования регионального информационного продукта для федеральных изданий. Благодаря форуму СМИ Северного Кавказа удается познакомиться с контентом других регионов. Здесь развернуты небольшие площадки, где представлены как печатные, так и электронные СМИ всех республик Северокавказского федерального округа. Северная Осетия в этом году представляет первое региональное интернет-телевидение. Это Осетия ТВ, где уже есть несколько часов уникального вещания. Наша республика демонстрирует еще один перспективный проект под названием «Медиабокс». Это новый уникальный портал по сбору и обмену видеоконтентом региональных телеканалов. В ежедневном режиме здесь будут размещаться информационные сюжеты субъектов Северного Кавказа. Ну, я вас поздравляю, здорово, это очень мощно, и уже с проектом мы приехали. Очень многие не могут это себе позволить. Не знаю, может быть, из-за отсутствия креатива, может быть, просто потому что не думают об этом. А вы уже привезли мощнейший проект, к нему стоит прислушаться, присмотреться, и мы сфокусируем внимание исполнительных органов власти на эту тематику. Ноу-хау остинских специалистов заинтересовало федеральных чиновников. Заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин поинтересовался, будут ли материалы доступны для федеральных каналов. Разработчики проекта заверили, что весь контент разместят в открытом доступе сети интернет. Хлопонин отметил перспективность проекта и поддержал его дальнейшее развитие. Этой программой заинтересовались и представители субъектов Северокавказского федерального округа. Елена Черенкова, Георгий Кукоев, Ацамаскочиев, Осетия ТВ. Провести служебное расследование по факту возгорания туристической базы «Порог неба» в Дигорском ущелье и наказать виновных. Об этом на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций заявил заместитель председателя правительства Северной Осетии Виталий Зангионов. В Дигоре создана добровольная бригада с 3 пожарными машинами. Однако на практике дружина не готова. Сотрудниками управления надзорной деятельности в 2013 году была проведена плановая проверка в отношении данного объекта. Было выявлено 27 нарушений в области пожарной безопасности. Должностное лицо оштрафовано за эти нарушения.
И сейчас у нас уже было выписано распоряжение о проведении внеплановой проверки по исполнению предписаний. Кроме того, на комиссии отметили, что более 300 объектов в период празднования Нового года будут под контролем пожарных служб. В основном это школы и детские сады. Обсуждался вопрос о безопасности на водоемах в зимнее время. Как сообщили представители пожарного надзора, с 1 декабря по 1 марта будет организован месячник безопасности. Также Виталий Зангионов дал распоряжение главам районов заняться расчисткой горных дорог в зимний период в Цейском ущелье и Дигоре. Рая Дзантьева, Фатима Макиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Во Владикавказе появилась новая улица. Она находится в строящемся 31-32 микрорайоне. Ее назвали в честь известного остинского поэта, прозаика и актера Гриша Плиева. Это еще одна дорога, которая позволит разгрузить город от плотного автомобильного движения. Ремонтные работы на улице еще продолжаются. Совсем скоро ее протяженность с 800 метров увеличится до 2 километров. На открытие улицы пришли представители руководства Северной Осетии, общественность города, а также фамилия Плиевых. В прошлом году остинскому поэту исполнилось бы 100 лет. В скором времени в новом микрорайоне Владикавказа Гришу Плиеву установят бюст. Мы, когда отмечали столетие дня рождения нашего выдающегося поэта Гриша Плиева, то там пожелание родственников, пожелание общественности было, что назвать, и было принято решение на оргкомитете назвать одну из улиц, новых улиц города Владикавказа именем Гриша Плиева. И я сегодня хочу сказать слова благодарности в адрес руководства города, что именно такую светлую и красивую новую улицу назвали в честь нашего выдающегося земляка. Будущий мастер бизнеса. Под таким названием открылась школа для старшекурсников Владикавказских профтехучилищ. Обучающие курсы работают по нескольким направлениям. Написание и реализация своего бизнес-плана, взаимодействие с налоговыми службами, основы маркетинга и менеджмента. Это и многое другое расскажут будущим предпринимателям опытные тренеры. Лекции разбавлены практическими занятиями. Во время тренингов ребята защитят свой бизнес-план. Авторы 3 лучших проектов получат по 10 тысяч рублей. Средства можно потратить только на продолжение обучения. Курсы молодых предпринимателей продлятся до 11 декабря. В бизнесе очень много моментов, начиная всегда с идеи бизнеса. Как ее придумать, какие идеи брать, какие не брать, команда проекта, как подбирать команду, собственно, цель твоего бизнеса, сможешь ты им долго заниматься, твоя профессиональная деятельность и бизнес, которым ты занимаешься, связь, игровые методики по внедрению навыков. Маркетинговые навыки, торговые навыки, коммуникативные навыки. Будут проведены тренинги по переговорам, по решению бизнес-кейсов. Ну и также очень важно будет момент, собственно, планирования. Сочетание гибкости и силы. В детско-юношеской спортивной школе номер 4 прошло открытое первенство по греко-римской борьбе. 15- и 16-летние юноши республики с самого утра выявляли лучших. Открытый статус позволил принять участие в соревнованиях и молодым спортсменам из Кабардино-Балкарии. Всего было заявлено 98 участников. Подобные соревнования первые для ДЮСШ, однако их статус позволяет назвать первенство республиканским. Осетинская школа греко-римской борьбы не так популярна, как вольная, однако может похвастать большими успехами на мировой арене. Самый яркий пример – Хасан Бароев, олимпийский чемпион, ныне министр спорта и молодежи Осетии. Борцам классического стиля запрещено использование зацепов и подножек. Не разрешается атаковать ноги соперника. Юные борцы следуют всем заветам классического стиля. Некоторым из них пророчат большое будущее. Это самый первый возраст, это юноши, это возраст, с которого начинается первенство Европы, первенство мира. И на данном нашем турнире есть ребята, которые... Я думаю, что в дальнейшем достигнут высоких, больших результатов. У нас всегда есть хорошие ребята. Я думаю, что у нас есть преемники Бароева, Хугаева, Тотрова. У нас все будет хорошо, я надеюсь. Участников первенства разбили на 11 категорий. Победителей ждет участие в первенстве СКФО 2015 года. Батрас Илаев, Алан Гасанов, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.